В Инте состоялось долгожданное первенство Республики Коми по хоккею с шайбой «Кубок Приполярья» среди мужчин 1982 года рождения и старше в зачет спартакиады «Старшее поколение». В соревнованиях регионального уровня приняли участие 4 команды. Приехали спортсмены из Сыктывкара, Карткировского района и Ухты. Инту представлял хоккейный клуб «20 век». Наконец-то сняли ограничения, мы этому очень рады. Мы рады тому, что мы теперь имеем возможность при полном зрительном зале проводить свои соревнования. И действительно, это для наших интинцев, как для игроков, так и для болельщиков, большой праздник. Традиционно к нам приезжают команды из Карткироса. Они полюбили этот турнир. И в этом году они уже даже заблаговременно, скажем так, звонили, спрашивали, состоится ли он. Вот. Ну и в этом году к нам приехали команды из Сыктывкара, которых 2 года не было. Мы тоже очень этому рады, что ребята, хоккеисты собрались, собрали команду и приехали к нам вот после такого большого долгого перерыва, который нас всех разъединил. Но вот на этом турнире, я думаю, получится такое спортивное сплочение наших команд. И я думаю, что турнир будет интересный, потому что приехали команды Ухты, Сыктывкара, Карткироса и наша 4-я команда Инты, за которую мы очень болеем. Хороший турнир, всегда приятно приезжать в этот город, на этой арене участвовать. Хорошие команды, Карткирос вот приехал, хорошая команда, удивили немножко ребята. Всегда приятно здесь кататься у вас на льду. Соревнования проходили в корте имени Виктора Жлуктова спортивной школы «Интинская». Первыми на лед вышли спортсмены из Карткироса в зеленой форме и Инты в белой. Сразу же развернулась бескомпромиссная борьба настоящих мужчин. Спортсмены обеих команд прикладывали неимоверные усилия, чтобы поразить ворота соперников. Матч получился напряженным. Счет был открыт на 13-й минуте. Первую шайбу в ворота Керт-Айки забросил интинский игрок под номером 25 Александр Игнатенко. наверное, сейчас оценивать, насколько сильны команды. Я думаю, каждая из команд готовилась к этому турниру, каждая желает завоевать призовое место, и в том числе первое. Но да, наши интинцы сегодня, я думаю,
это такой знак хороший. Первая игра, они открыли счет, первый гол за Интой. Будем болеть, я надеюсь, что силы равные, но победит сильнейший. Команда из Карткиросского района часто приезжает в Инту. Керт-Айка названа в честь коми-зырянского героя, который наделен чудовищной силой и колдовскими способностями. Как говорят спортсмены, побеждают лишь сильные духом и характером, а ветераны хоккея именно такими себя и считают. Первый период закончился со счетом 1-0 в пользу хозяев льда. Во второй 20-минутке карткиросские спортсмены смогли нанести ответный удар. Игрок под номером 9 Константин Шабалин забил интинцам гол, и счет сравнялся. К концу второго периода команды забросили в ворота друг друга еще по одной шайбе и ушли на перерыв с ничьей. Счет составил 2-2. Приехало 4 команды, к сожалению, 5-я команда в последний момент отказалась по своим причинам. 4 команды играют. Первая игра вот у нас Инта играет с Карткиросом, пока счет ничейный. Конечно же, болеем. Всегда рады принимать такие соревнования. Поэтому всех интинцев благодарю за то, что пришли поболеть. Ну а игрокам удачи, для болельщиков красивой, хорошей игры, хорошего зрелища. Болею, конечно же, за интинскую команду. Молодцы, благодарю еще раз, что приехали. Возраст 40+. Понятно, что у всех есть какие-то причины и работа, и еще по каким-либо причинам могут не приехать. Но команды собираются, приезжают, поэтому еще раз благодарю.
Это жизнь, это движение, это жизнь, жизнь это движение. Для района, конечно, молодежь, ну, мы играем практически-то для молодежь, чтобы дальше развивалась, как сказать, ну, чтобы она не падала духом, смотрела на старшее поколение. Вот. Ну, как-то так. Брала пример. У меня самого 2 сына. Старший, конечно, оба лыжника, к сожалению. Ну, почему, к сожалению, не к сожалению, оба хорошие. Младший кандидат в мастера спорта, хоккей тоже играет, но в данный момент он в другом городе пока учится. Надеюсь, когда 40 ему стукнет, пока на данный момент 21, когда стукнет, я надеюсь, продолжит мое поколение, мою работу, я так надеюсь. Ну и детишек, самое главное для чего? Для себя, конечно, для своего удовольствия, организм, ну и пример для детишек, это самое основное, главное, чтобы они росли, развивались для этого. В третьем отрезке матча команда Киртайка вырвалась вперед. Игрок под номером 14 Максим Ружанский поразил ворота хозяев льда. Интинский хоккейный клуб пытался атаковать, но забить гол не получалось. В итоге игра закончилась со счетом 3-2 в пользу Карткироса. За 2 дня было сыграно 6 матчей. Ветераны-хоккеисты показали высокий уровень мастерства на льду и порадовали любителей этого вида спорта захватывающими и динамичными играми. Хоккеисты и зрители с удовольствием провели выходные дни. Вид спорта мне нравится, потому что он очень интересен. И можно там покататься, допустим, на льду и выигрывать всякие призы. Вот. А еще мне нравится этот вид спорта, потому что мне очень хотелось бы тоже играть в хоккей. Вот.
Родственников у меня тут нету, но вот Сережа тут вот есть, не родственники, а друзья его, вот, он меня с ними познакомил. А вчера мне даже подписали Ухта и Инта, их подписи ихние. Автографы. Да, вот. За какую команду болеешь? За Инту, а вчера за Инту и Ухту. Бескомпромиссная борьба развернулась в финальных играх. За Кубок Приполярья и призовые места в республиканском первенстве сражались все команды. На льду Северная Олимпия из Сыктывкара в белой форме и 20 век из Инты в красной. Счет открыли хозяева льда. Первый гол забил игрок под номером 19 Петр Кученко. Правда, не в ворота соперника, а в свои, обескуражив хоккеистов и зрителей. Защитник интинской команды Ярослав Нестерович бросился в атаку и быстро исправил недоразумение. Счет сравнялся. Столичные спортсмены недолго присматривались к соперникам. В первом периоде им тоже удалось нанести несколько сокрушительных ударов по воротам 20 века. Многие спортсмены знакомы друг с другом и часто встречаются на соревнованиях в разных городах. Но на льду хоккеисты соперники, поэтому периодически играют агрессивно, нарушая правила. Естественно, это приводило к тому, что спортсмены оказывались на скамейке штрафников.
Для интинцев и всех приезжих спортсменов республиканское первенство между командами ветеранов стало одним из главных зимних событий спортивной жизни Инты и собрало самых преданных болельщиков. Первый период между Северной Олимпией и Сыктывкара и 20 веком из Инты закончился со счетом 3-2 в пользу приезжих спортсменов. После перерыва хозяева льда решили изменить тактику игры, и второй период уже закончился со счетом 5-4 в пользу команды 20 век. К концу игры спортсмены обеих команд слегка устали, но сражались до последнего. Ветераны летали по льду со скоростью ветра. Периодически некоторых заносило в бортики. К счастью, серьезных травм никто из хоккеистов не получил. В третьем периоде счет не изменился. Матч между Сыктывкарской и Интинской командами завершился со счетом 5-4 в пользу 20 века.
все соперники сильные, достойные, как никогда. Это первый год, когда не было фаворита такого. Думали, Ухта, ну как бы они так очень тяжело, и мы с ними должны были сыграть получше чуть-чуть. Там немножко не хватило нам. Карткирос молодцы, вообще очень хорошо сыграли. Ну и Сыктывкар тоже очень достойно сыграли, мы с ними бились до конца, поэтому выделить можно всех. Ну и Инта, конечно. Вы сами, команда Инты, довольны? Нет. Почему? Ну не хватило, и народу нам не хватило, чуть-чуть сил не хватило в концовочке. Мы могли и с Карткиросом сыграть лучше, и с Ухтой лучше. Все матчи вели, а в концовке проиграли, поэтому, конечно, недовольны. В составы всех команд входят сильные хоккеисты. Практически все мужчины занимаются этим видом спорта с раннего детства. Люди разных профессий, предприниматели, госслужащие, учителя, водители, газовики и нефтяники находят свободное от работы время для регулярных тренировок и участия в соревнованиях. Возраст у нас разный, есть и 50+, и 40+, все в основном. Команда постоянно меняется, то одни игроки, разные турниры, то другие. Вот сейчас еще один состав приехали, ребята тоже. Кто-то из старого состава. Ну, как давно? 3 года, 2 года я сам, как говорится, капитан этой команды. Ну, в общем, примерно так. Вот сыграли не очень, конечно, хотелось бы получше, но не повезло. Тяжелая борьба, упорная. Ну, а соперники, они, смотрю, тоже меняются, ребята. Одних уже многих всех знаешь. И по другим турнирам, в общем, ну, достойные соперники, как всегда. Так что вот не повезло в этот раз. Мы как бы профессии не меряемся. Нам лишь бы игрок и человек хороший был. А остальное это хоккей, это не столь важно. Вот. Поэтому я не вижу на ледовой арене каких-то начальств или же рабочих, или еще кого-то, предпринимателей. Главное, чтобы человек играл хорошо, а остальное все покажется. Главное, чтобы руки у человека, руки и ноги были в хоккее, что еще нам? И голова на плечах. Вот все, что нужно для хоккея. А возраст? Ну, возраст у нас самый молодой. Это у нас 40, только 40 недавно исполнилось. Ну и заслуженный у нас тренер Республики Коми Попукалов Игорь Владимирович. 62-го, по-моему, года рождения. Ну, как раз вот на 10, это значит 61 или 62 года. А, кстати, Жлутковым, по-моему, играл против в свое время. Кто-то чуть-чуть послабее, но в целом очень равные игры. И с Интой мы играли 3-3 до самых последних секунд. За 11 секунд до конца только успели вырвать победу. Все равные соперники, хорошая игра. Упорная борьба развернулась в заключительном матче республиканского первенства. За первое место в соревнованиях сразились команды Ухта-Нефтегаз и Кертайка. Ухтинцы в синей форме, спортсмены из Карткироса в зеленой.
Ухтинцы, как танки, шли напролом, не замечая преград и сметая все на своем пути. В финальной встрече они сразу же заняли лидирующие позиции. Игрок под номером 10 Сергей Смирнов буквально одну за другой забросил 2 шайбы в ворота Карткироса. Противостоять напору ухтинцев хоккеистам из Карткиросского района оказалось непросто. Защита Ухта-Нефтегаза тоже стояла непробиваемой стеной. В итоге первый период закончился со счетом 3-0 в пользу Ухта-Нефтегаза. Легко никогда не бывает легко какую-то победу одержать. Этот труд, старание, сколько крови и потом, можно сказать, и все это мы убивали. Тем более с Этукаром вчера играли по буллитам кое-как. Вроде сначала выигрывали, немножечко, да, дали слабинку, расслабились. В итоге за нас они практически наказали. Ну, слава богу, вербное воскресенье, наверное, предстоящее вербное воскресенье сыграло свою роль. Нас услышал наш Всевышний наш. Вот. Поэтому вчера был удачный день, не спорю. Сегодня, я надеюсь, сегодня соберемся, конечно же. Ухта сильный соперник, сильнее, чем предстоящие, которые были Сыктывкар и Инта. Тем не менее, будем стараться. Несмотря на явное преимущество ухтинцев, игроки из Карткиросского района не сдавались. Команда Кертайка как могла оборонялась и во втором периоде не пропустила ни одной шайбы. Правда, забить гол в ворота противника тоже не удалось. Устали ребята, что? Устали, менее подготовлены, видимо, с Ухтой, против Ухты-то. Ухта-то все-таки сильный соперник. Ухта намного тренируется, она, как бы команда у них более сплоченная. В Сочи ездят регулярно. Вот это дает о себе знать. Мы по большей степени, конечно, любители. Тоже играем, тоже не сдаемся, но я очень надеюсь, что мы будем еще поборемся. В первом немножко вышли как-то, может, ребята подустали, уже конец турнира. Многие такие немолодые, можно сказать, все равно третья игра за второй день. И забили хорошие 3 гола. И немножко сейчас, видите, второй период, равная игра. Никто не забил пока.
Ветераны из Карткироса старались не терять веры в свои силы, но отыграться не удалось. В третьем периоде Керт Айка пропустила еще одну шайбу в свои ворота. Все любители, никого у нас нету профессионалов, все из Ухты, все ухтинцы. Давно так ребята всех давно знаем, ну кто-то в спортшколе занимался, кто-то дальше, но давно играем, собираемся и в городе Ухта играем, ну своей командой и сюда приезжаем. Команда из Карткиросского района не смогла противостоять атакам спортсменов из Ухты и проиграла матч. По итогам 3 периодов счет составил 4-0 в пользу Ухта-Нефтегаза. От имени администрации нашего города я благодарю вас за то, что вы своим участием поддержали проведение республиканского турнира в Инте. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, силы, средства для того, чтобы приехать к нам в Инту, но и нашу интинскую команду за то, что они здесь на месте собрались и поддержали проведение такого замечательного спортивного мероприятия. Кроме этого, мне бы хотелось поблагодарить судейскую команду за то, что они обслуживали этот турнир. И, безусловно, слова благодарности и огромное спасибо принимающей стороне, спортивной школе Интинской, всему ее коллективу. По итогам игр республиканского первенства по хоккею среди мужчин 1982 года рождения и старше в зачет спартакиады «Старшее поколение» главный приз Кубок Приполярья завоевала команда «Ухта-Нефтегаз» из Ухты. Почетное 2-е место заняла команда «Керт Айка» из Карткиросского района. Бронза досталась Интинскому хоккейному клубу «20 век». На 4-м месте в турнирной таблице разместилась «Северная Олимпия» из Сыктывкара. Лучшими игроками соревнований признаны Петр Кученко, город Инта, защитник Евгений Мельник, город Ухта, нападающий Илья Гуревич, город Сыктывкар и вратарь Олег Содомов, Карткирос. Также организаторы турнира решили вручить приз зрительских симпатий. Он достался игроку под номером 9 команды Керт Айка Константину Шабалину.